Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика», в студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Транспорт для богословов. Имамы районов региона получили в свое распоряжение новые автомобили. В церемонии передачи техники участвовал Рамзан Кадыров. Память героям. На 29 стендах размещены около 700 историй о посмертных подвигах. Особое внимание уделено первому президенту Чеченской республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Республиканское общественное движение «Турпокой» отмечает 7-летие со дня образования. О работе организации расскажет наш корреспондент. Помощь в трудоустройстве. Обратилась в ЦЗН, подала заявление, составила резюме и со мной связались. Центр занятости населения активно помогает гражданам устроиться на работу. Как обстоят дела на рынке вакансий, смотрите в нашем выпуске. Работа, проводимая богословами по донесению истинных ценностей ислама, достойна уважения. Об этом заявил Рамзан Кадыров на встрече с религиозными деятелями по случаю передачи им новых автомобилей. Техника закуплена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова для служебных нужд. Адам Магомедов продолжит. Встреча Рамзана Кадырова с религиозными деятелями Чеченской республики во главе с муфтием субъекта началась с чтения Мавлида. В ходе встречи глава региона передал 309 имамам автомобили отечественной марки «Лада Гранта» и денежные подарки в размере 100 тысяч рублей каждому богослову от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сала Хаджи Межиев поблагодарил руководителя субъекта за такое внимание, отметив, что он делает немало для всей мусульманской уммы, и именно благодаря ему в регионе успешно функционирует единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, которое позволяет прививать молодежи основополагающие ценности, идеи и убеждения, отражающие сущность чеченского менталитета, а также формировать гражданское общество на основе традиционных ценностей. أخو يزج خين شوح حسين حدا الأشواك هذا اللي سويس والله أخو يزج خين شوح طبعا هرناخ يروش ساعات سيرتش كح ساعنا خن حلقة بيلش بوصل دين يقوش بيلقوا أنا عدو روز دعواتر روز بدايتش نه يزود يالور يخر سق دعوالر مصلحة نه حش قوش دشه يرشكا إمامش بولش ده شيقي خيتم سنة إيش عنهم ديل قلبنا حلق بالليلش نابويش يرناخ أحا يقير قاستا بين حقنا حش قوش دشه تانا حقنا أنا مثلا ماشينش يلول أخي دوك حاستا وول إلا أحبين بوش والخام إذا خدقنش دقيق يدين عشدات سنة الجر بوخ بولبو يرى وي إستوريا وي تاريخ يأخلو ما دات مصو أحا أخبوسو بدينس حقلوش دورشتول هما نا مجدك دلا حجر يلا متعلم شبلا دحيوش بشبلا أونيفرسيتيت شلا إنستوت يلا عافي شكول شلا تيجا عاموش بالمتعلم شبلا أخبوسو بدينس حقلوش دولهم درجية أحاينتي لأسنا بوسو بدينا غنشي قرآننا غلق شو دليلش عليه الصلاة والسلام سنتنا غلق شو حخلر أها حيسنا ديانة بقدين حابويتنا سن ساعة شيكويات
اللهن حلها أو زوجل وجدال حلها أو تيشل دعون أو سومن تيها تعشيكو يوش إحق أحقوش دين خلر سودلش دالا شيقيه تمسانة ديكنس بيقن بايلون يرسن يلشولش متي أحبايمر ويعلق عليه الصلاة والسلام وزن ديل ويرسا دحشوين والشنا إخيه تنبيع وزن ديل قيمة تقاتشوز ديل يلشنو دادين وعدين للياتش دوا دويس طبعا أحدوخش دولشتول ير ساغ بوسوبنيه دوك حاستر غير حشت خوشتر قانيق أها دقة أق تنا دق قوقر دولش حشتو يلش دقة نهبو تغنا تحن بوسوبسك حشت خوش ديشي يلشنو عليه الصلاة والسلام سؤالك داله سون قوزدا إت حشت خوشوش ديردو سونخ أجر لخر ديك سون جيش ديردو داله أعليلو شون دال عن بيركة دويل وزغلوش دال أعمل دقن ساعة أعمل دوخشتول ساعة دال قابل ساعة دويل خدق ديدر خون خلش بال يحكم خون هرخسخي تر يدل متكات فايم عليه الصلاة والسلام استقل ويقن بويسا قال حقوت شوين لسه سون استقل ويقنش سون بيسن أجر يزج خين شح يربول نسبر هدوعن الش فايم عليه الصلاة والسلام سون غير يسن شغل لايز أبو طالب خديجة عنشرة دعبل استقل وقال سون دوك حاستر خلبوخ أزدل يلشان دوك حاستنش خين شح أو مسكش نيغا أو دينع بولش نيغا دوك حاستقح دال دوك حاستي لعوز خلوش دال وقوي ويلا دال قابل ساعة ديلا تبوش بالمسو بالا سيجتم غيغا لزر فيتن بوغاتوش تبينك دا أيبش دال عموكش ماش ليلوش دال وي موخ كويدرش يعالش دش أوكراين موخ عايلكش بول وي ويجري عالش باش بقو تولوش خاصو إيشوش دال قابل ساعة ديل بسلوش. Муфтий отметил, что Рамзан Кадыров достойно продолжает путь первого президента Чеченской Республики, воплощая его идеи в жизнь. На основе заложенной Ахматом Хаджи Кадыровым глава региона построил всесторонне развитый субъект с благоприятной инфраструктурой и четким курсом на постоянное совершенствование. ده حق أستنا يلشنا عليه الصلاة والسلام شيء حديث يعني صهوبه عن ألش بايمر ربو عليه الصلاة والسلام ده ألا تصور شو يلسون شو بيولش بول يقير نعيوشون أل شان لا إني على يرجوش شان لا عزيه يرجوش ده ألا تصور يلشنا عليه الصلاة والسلام إذا حون ريز غلر وزغل والديل حون ريز غلر دوال والله حيدا ريز من كنت وخا تعشيك ويوش تغنى حونا أهلي لوشتول شمنخ حيدا ريز ولنق حيدا ريز خل بولنق حيدا سأر باقن بولنق دا الغزوة قبل ديل دا درجة علاقة وقرز قيوق سيلا لقاش الشات تاعنا حيدين ديزك دين تو ستس نقدين تو أر داق نقدين شقا باقن يرخص خل بوش بولنق تاعنا لقاش تاعنا حبع شوع حيدا ريز من ديكان توخدال ديكان سبيقان بايلا. Глава региона поблагодарил религиозных деятелей за всю ту работу, которую они проводят во благо исламской уммы, проповедуя правильные ценности. Dan kan je het wel doen daar maar. Reis geroepen mocht je daar wel. Zie je die kan ook zo leuk dan. Ja, вот здесь да. Уже на встрече с имамами сел, районов и кадиями муниципалитетов Салах Хаджи Межиев поздравил всех обладателей щедрых подарков и отметил регулярную помощь от главы республики и президента благотворительного фонда Аймани Несиевны. عندنا قبعي اسم من قبعي اسم جن إنسان هون نسات مع أزر سوام دل شين كمان شو يلغل والشول غلطل دل قيرر دل دينل دل غل والشول وي باتش عربنا الحج بعض دوز دل خارج نسغلش دل أصطيفان أود بيزنا بين سوار سون جديد وافلور مباسل دل ديكنس بيخم بيلسون دل قابل ساعة دل دي عبير ثير دل بير ثير ماشي نش دل غوزر يلول وزغل وش دل قابل ساعة دل وي باتش عربنا عشمل دينك وي مخنا الأيمان عشمل دينك دل قابل
Религиозные деятели выразили слова восхищения и благодарности за щедрые дары, сказав, что руководитель субъекта никогда не оставляет их без внимания и оказывает всяческую поддержку. ديك أدم هديك نقدول وشام ده هو نقدول هديك دوق وين ديرشترك ده لو ديك نحيجر ملويل وين دنيا ناي غيرتنا ده سا يلخصناش ده ابن أبيار كتير سوا قيل غزة ده ديك نشتاقي ما يشويله. Благодаря Духовному управлению мусульман республики все исламские общины в субъекте действуют координированно под единым началом, что помогает бороться со смутой и различными ответвлениями. Помимо этого, они ведут воспитательную и просветительскую деятельность среди всех слоев населения. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Вести Чеченская республика». Подготовка к проведению весенне-полевых работ в Северокавказском федеральном округе стала одной из тем на совещании, которое прошло при участии федеральных чиновников в регионе. На встрече обсудили ряд важных вопросов и готовность субъектов СКФО к предстоящей кампании. Наталья Депутатова поделится с подробностями встречи. В начале встречи с приветственным словом к собравшимся обратился председатель правительства Чеченской Республики, особо отметив, что сельскому хозяйству нашего региона традиционно уделяет большое внимание Рамзан Кадыров. Нужно отметить, что в общем РП республики почти 13% занимает объем сельского хозяйства. И именно сельское хозяйство республики нужно являться базовым направлением экономики, которое обеспечивает и соответствующей продукцией, и рабочими местами, и объемом доли валовой продукции региональной. И эта отрасль находится на личном контроле у Героя России главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Также Муслим Хучиев вручил благодарственные письма от главы региона заместителю министра сельского хозяйства России Андрею Разину и директору департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Российской Федерации. Северокавказский федеральный округ традиционно занимает передовые позиции в разных сферах сельского хозяйства. В условиях санкционного давления Владимиром Путиным была поставлена задача выполнить программу импортозамещения. Это было озвучено на прошлой неделе и на федеральном совещании. Провели всероссийское экономическое совещание под председательством министра сельского хозяйства Патрушева Владимира Николаевича. И там он нам дал поручение в очередной раз в этом году провести такие региональные совещания в каждом федеральном округе для того, чтобы еще раз удостовериться, что полностью мы готовы к началу посевной кампании. После представители отрасли из республик и краев СКФО отчитались о проделанной за 2023 год работе и поделились планами на текущий год, о том, как ведется подготовка к проведению весенних полевых работ в каждом крае. Мы видим, что на следующий год у нас примерная посевная площадь составит 4,3 миллиона гектаров. Мы сформировали эту структуру, исходя из задачи обеспечения продовольственной безопасности, о чем сказал Владимир Евгеньевич, что основное это выполнять те указания, которые дал нам президент Российской Федерации. Мы сформировали с вами структуру посевных площадей, исходя из рыночных тенденций. Было отмечено также, что Чеченская Республика традиционно занимает передовые позиции в этой отрасли. У нас выращивают пшеницу, в том числе и озимую, различные сорта злаковых, очень много полей с кукурузой, на которых установлена самая большая в СКФО оросительная система. Закупается вся необходимая техника. Была открыта большая теплица, продукция из которой пользуется популярностью в Чеченской Республике, также поставляется в крупные города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных аспектов экономического развития региона. Благодаря создателям первых Героя России постоянной поддержкой со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова лично, министра сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрия Николаевича Патрушева Чеченской Республики является одной из активно развивающихся республик Российской Федерации. Плодородная почва и трудолюбие людей позволяли нашему региону еще во времена СССР быть в числе лидеров в сельском хозяйстве. Была также озвучена возможность создания в республике селекционно-семеноводческого центра для того, чтобы регион не закупал семена. В целом в субъектах СКФО в этом году планируют посадить свыше 2 миллионов гектаров пшеницы. Наш субъект также активно готовится к полевым работам, часть из которых была начата еще в октябре прошлого года. В 2024 году под посевные площади для разных культур Чеченской Республики выделено более 300 тысяч гектаров. Только озимыми в нашем регионе засеяно 163 тысячи гектаров, а это почти 102% от общего плана. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. По итогу 4-го дня международных соревнований SWAT Challenge 2024 наша команда Ахмат специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова заняла 1-е место. В Дубае вместе с бойцами находится начальник отдела обеспечения безопасности главы Адам Кадыров, который поддерживает их во всех состязаниях. В этом году участие принимает 87 команд со всего мира. Соревнования по праву называют Олимпиадой спецназа и ставят задачу повышения конкурентоспособности и эффективности работы отрядов спецназначения. В число заданий входит спасение заложников и уничтожение бандитов, стрельбу по мишеням на открытой местности на время и прохождение полосы препятствий. Турнир продлится до 7 февраля по сумме баллов и будет определен медальный зачет. Республиканскому общественному движению Турпалхой исполнилось 7 лет. Вся работа команды направлена на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Посты, описывающие жизнь и деятельность героев республики, регулярно публикуются на страницах организации во всех популярных социальных сетях. О том, какие успехи достигнуты за этот период, расскажет Рамзан Абуев. Мужественный и отважный, а еще душа компании. Хамзат Устарханов – один из множества героев, чья история навсегда вписана в фолиант чеченского народа. В апреле 2004 года он начал свой путь в правоохранительных органах, а через год его жизнь трагически оборвалась в результате нападения бандитов. И подобных историй, увидевших свет благодаря республиканскому общественному движению Турпалхой, множество. За 7 лет существования республиканского общественного движения Турпалхой нами опубликовано во всех социальных сетях около 8 тысяч публикаций. Из них около 900 рассказы о героических подвигах сынов чеченского народа, которые пожертвовали собой ради мира и процветания на нашей земле. Это в первую очередь первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, а также тысячи и тысячи сынов, которые отстаивали целостность нашей страны на южных рубежах нашей страны. Да и сегодня наши ребята отстаивают интересы нашей страны уже на западных рубежах. Команда состоит из 13 человек. Это корреспонденты, редакторы, дизайнер. Аднан Хазбиев, начальник проектного отдела, работает в движении энтузиастов с самого начала его создания. Возглавляемое им подразделение отвечает за разработку и реализацию выполнения социальных проектов. Есть очень много людей, чьи героические подвиги просто наш народ не может позволить себе забыть. То, что происходило буквально 2 десятка назад в нашей республике, все, что происходило с нашим народом, и каким путем, какой ценой это все было остановлено, преобразовано. Подрастающее поколение нельзя забывать вот это все, даже нам нельзя. Это, по-моему, одна из важнейших целей данной организации и данной работы, которая проводится абсолютно на добровольческой основе. Организация уже реализовала более 30 крупных проектов. Все они направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи, увековечивание памяти героев, погибших в ходе трагических событий, происходивших в регионе на стыке 2 тысячелетий. В сквере журналистов расположен еще один проект под названием «Аллея героев», посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, общественных, политических и религиозных деятелей, погибших от рук бандитов в годы лихолетия. На 29 стендах размещены около 700 историй о посмертных подвигах. Особое внимание уделено первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову. На отдельном стенде запечатлены важные вехи жизни политика.
Выставки, спортивно-массовые мероприятия межрегионального уровня, творческие проекты, экскурсии, благотворительные акции для детей сотрудников правоохранительных органов. Это небольшая, но важная часть работы. В планах же расширить поле деятельности. Как говорится, мы предполагаем, Аллах располагает, иншаллах, будем делать все, чтобы внести созидательный курс главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, маленькую свою лепту и рассказать о подвигах наших сынов, о современных героях, которые в разное время отстаивали честь и достоинство нашего народа. На регулярной основе на различных площадках СМИ региона движение доводит до жителей истории героев проекта. Проводятся прямые эфиры в социальных сетях с охватом аудитории более 100 тысяч человек. За годы существования они сделали значительный вклад в патриотическое воспитание. Его участники получают заслуженное признание в обществе. Ведь благодаря их труду сохраняется память о героях, отдавших жизнь за благополучие чеченского народа. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Встреча с представителями азербайджанской диаспоры прошла в стенах Министерства региона по национальной политике, внешним связи, печати и информации. Азербайджанская автономия создана в 2023 году по поручению министра ведомства Ахмеда Дудаева. Собравшиеся обсудили вопросы расширения сферы деятельности и обмена опыта с представителями других регионов. Была отмечена важность сохранения родного языка, собственной культуры, национальных традиций, обычаев народов. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович очень внимательно уделяет внимание междунациональным вопросам. Здесь никаких проблем никогда нету по этому поводу. Все работают, трудятся, работают, и как все граждане России, и все ведут образ жизни, работает семья, дети и так далее, и так далее. В рамках всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу» военнослужащие минометной батареи управления Росгвардии сдали кровь для медицинских учреждений Чеченской Республики. Отметим, что росгвардейцы на постоянной основе поддерживают данную процедуру. Слово Мадине Нуцалчиевой. Сначала стандартная процедура регистрации, после донорам проводят небольшой медицинский осмотр, измеряют артериальное давление. Бойцы минометной батареи управления Росгвардии являются постоянными посетителями республиканской станции переливания крови. В рамках акции «От сердца к сердцу» они в очередной раз совершили доброе дело. Для нас это не впервые, для нас это более как обыденная ситуация. Мы каждые 2 месяца от управления сдаем кровь для нужд граждан. Для военнослужащих, которые готовы отдать жизнь в интересах своей родины, отдать кровь — это прям очень самое малое, что мы можем сделать для блага нашего государства. У каждого донора проводят забор около 400 мл крови. Сама процедура занимает не больше 10 минут. Собранная кровь и ее компоненты после лабораторного обследования будут отправлены в лечебные учреждения региона для нуждающихся в них пациентов. Денис Акаев не в первый раз дает кровь. Участвует в этом благом деле с огромным воодушевлением. Искренне надеется, что его инициатива станет для кого-то спасением. В наше время очень много нуждающихся в переливании крови, много дорожно-транспортных происшествий, аварий. Многим нужна кровь для переливания. Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации и житель Чеченской Республики должен приезжать, чтобы сдавать свою кровь. При сдаче крови или ее компонентов невозможно заразиться гепатитом, ВИЧ или другими инфекциями. Все инструменты, иглы и системы переливания, используемые при донации, одноразовые. Вскрываются они в присутствии донора, а после применения сразу утилизируются. В рамках плановой сдачи банк крови пополнили более 40 росгвардейцев. Стоит отметить, что на станции переливания крови сотрудники частые гости. Некоторые из них являются также и почетными донорами. Мадина Нуцалчиева, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. На сегодняшний день большое количество граждан трудоустраивается через Центр занятости населения, который создает необходимые условия для людей. Теперь подходящую вакансию можно подобрать, не выходя из дома, просто зайдя на портал учреждения. Амина Тупилагова расскажет о тех, кто уже нашел свою деятельность. Марьям Исмаилова, социальный работник, начала свою трудовую деятельность сразу после вуза. Девушка уверена, что нашла свое призвание. В наши должностные обязанности входят оказывать социально-бытовые услуги нуждающимся, инвалидам, сиротам, полусиротам. Они приходят к нам с такими запросами, как помочь им по дому,
заготовкой, с уборкой, к примеру, оплатить им коммунальные услуги, сопроводить их в поликлинику, помочь им в оформлении каких-либо документов. И мы стараемся делать для них все, что в наших силах. Мне очень нравится в целом моя работа, нравится оказывать услуги нуждающимся людям. И в целом мне нравится помогать людям, поэтому мне кажется, что я нашла свое. А это швейный цех «Эрзу», и его по праву можно назвать женским царством. Здесь трудятся около 40 представительниц прекрасного пола, в их числе и Мархет Усманова. Конвейерная у нас работа. Работаем пооперационно. Мы дальше передаем. У каждого своя операция. Альхамдулилlah, у нас очень дружный коллектив, очень добродушный директор Айсет Магомедовна. Мне здесь нравится все. Я могу шить, могу научиться чему-то новому от самого легкого до самого сложного. Здесь есть все плюсы для меня именно так, как я шия. Я люблю эту работу, я люблю все, что связано с шитьем. Ну, для меня это все. Активная деятельность цеха началась в 2022 году. С помощью фонда имени шейха Зайда было закуплено оборудование, а с заказами помогло Министерство промышленности региона. Спецодежду здесь отшивают для заказчиков как по всей России, так и для стран СНГ. У вынужденной переселенки из Палестины Анны Муса сегодня первый день стажировки на предприятии. В Чеченской Республике она оказалась с 4 детьми после печально известных событий в секторе Газа. Новую страницу своей жизни решила начать с трудоустройства. Захотела попробовать поработать, потому что 26 лет сидеть дома, не работая, хорошо. Ну, жизнь поменялась, надо что-то в ней тоже менять. Я в школьное УПК. Мы пошли, все девочки из класса пошли швеями. Ну вот и также вот давали строчки на разных видах изделий. И все. Получила разряд маленький, как в школе вот дают. И все. И никогда не собиралась шить. Но тем не менее всегда имела в виду, что я умею что-то делать на машинке. Всех этих представительниц прекрасного пола объединяет одно. В трудоустройстве им помог Центр занятости населения. К нам нужно и обращаются уволенные, желающие трудоустроиться, выпускники учебных заведений, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. Мы оказываем такие услуги, как психологическую поддержку. На сегодняшний день в Центр занятости по вопросам трудоустройства особо уже и не приходят. В этом нет необходимости, так как технический прогресс упростил жизнь и работодателям, и соискателям. Верным помощником в поиске работы является единая цифровая платформа «Работа России». Чтобы воспользоваться ею, достаточно иметь доступ в интернет и наличие учетной записи на госуслугах. Навигация по сайту достаточно простая. Благодаря фильтрам можно уточнить, где человек ищет работу, в какой сфере и даже на какую зарплату рассчитывает. А также соискатель может разместить свое резюме. Если все же возникнут какие-либо трудности, специалисты ЦЗН всегда готовы помочь. За прошедший 2023 год в службу занятости Байсангуровского района обратилось 6400 человек, 1300 из которых было трудоустроено по направлению службы занятости. Банк вакансий Байсангуровского района состоит в основном из вакансий по линии здравоохранения и образования. Динамика на сегодняшний день по сравнению с предыдущими годами улучшается. Процент безработицы в республике, и в частности в Байсангуровском районе, снижается посредством трудоустройства граждан, обратившихся в службу занятости. В целом по региону уровень безработицы на сегодняшний день составляет 7,95%. Для сравнения, в 2010 году он составлял 43,3%, а через 10 лет в сложный ковидный 2020 год уже снизился до 13,5%. То есть отслеживается стойкая положительная динамика. Министерство труда, занятости и социального развития субъекта проводит масштабную работу над данными показателями, что дает свои плоды. В целях недопущения роста напряженности на рынке труда и поддержки граждан в
Республики реализовано в прошлом году дополнительные мероприятия. Они касаются организации рабочих мест для граждан, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных и в поиске подходящей работы, а также для граждан, работников, которые подпадают под сокращение или простой на предприятии. Кроме того, организовано профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование. В рамках федерального проекта содействия занятости, национального проекта «Демография» реализовано мероприятие по профессиональному обучению, дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Кроме того, в рамках мероприятий по снижению безработицы организуются ярмарки вакансий рабочих мест. Это очень востребовано. В прошлом году организовано 40 ярмарок, на которых приняли участие свыше 3000 человек. Экономика региона наращивает темпы кратными шагами. В субъекте открываются предприятия различной направленности. Прошли времена, когда после небезызвестных событий в республике не было рабочих мест. Вакансии есть, было бы желание. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Сайтамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.